И если не провести работу, это может привести к вымыванию тяжелых металлов, которые могут попасть в реку Элегес, а затем и в Енисей. Загрязнение вод Енисея может повлиять на экосистему Республики Хакасия и Красноярского края вплоть до Северного Ледовитого океана. И с сегодняшнего дня начинаем пятый этап. То есть процесс идет, мы пока в плане графика работы. Проблема с захоронениями отходов почившего ныне комбината Тувакобальт застарелая и не решалась многие годы. Ущерб наносится не только природе, но и здоровью людей. Наконец-то принято такое решение, да, положительное решение о рекультивации хвостохранилищ. Многие заболевания людей тоже связаны. То, что в таком открытом состоянии это хвостохранилище находится, да, это нужно было давно это проводить, просто что уже сейчас делается, и к осени эти работы будут завершены, к этому надо будет радоваться. После многочисленных переговоров контракт на выполнение работ по рекультивации хвостохранилища был передан подрядной организации «Геосинтетика», имеющей богатый опыт подобных работ по всей территории России. Мембрану защищаем защитным слоем суглинка 20 сантиметров. Далее засыпаем 30 сантиметров ПРСа и приступаем к биологическому этапу. Это посев трав, именно которые используются при рекультивации. Окончанием будет, сделаем водоотводные канавы, будет все зелено, красиво, так же, как и на наших других объектах. Рекультивация кат-бассейнов с отходами завершится уже в этом году. Начали мы работы 1 июня. По плану-графику у нас окончание работ 30 сентября. Пока мы укладываемся в график, и я думаю, мы даже сделаем раньше срока. Напомним, что Тувакобальт, являясь градообразующим предприятием, производил медно-никель-кобальтовый концентрат с 70 по 91 год прошлого столетия. За много лет эксплуатации в Кажуне накопилось почти 1,5 миллиона кубометров техногенного сырья. Проект ликвидации ядовитых отходов вошел в перечень мероприятий комплексного плана социально-экономического развития Тувы. Тем самым мы обеспечим защиту населения села Сайлык и села поселка Хуваксы. Это более 5000 человек. Будет защищено от вредного химического влияния мышьякосодержащих отходов. Тем самым будет защита подземных вод, поверхностных вод, почвы, растительности и так далее. Со слов подрядчика, используемые в рекультивации материалы гарантируют безопасность почвы на 100 лет. Возможно, в течение века техника усовершенствуется настолько, что позволит переработать все законсервированное сырье без остатка. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Мирана Юргит, Тува 24.